По закону вблизи воздушных линий нельзя строить никакие здания и сооружения, но очень часто этими правилами пренебрегают, нарушают данный запрет как организации, строящие в охранной зоне свои коммерческие объекты, так и жители, возводящие частные дома и заборы вплотную к энергетическим объектам. Только в этом году сотрудники Караганды-Жарык выявили сотни нарушений. Из-за незаконного захвата земли, отведенной под охранную зону воздушных линий, специалистам сложно их обслуживать. Вот, к примеру, здание этой частной организации не дает энергетикам физической возможности подъехать и изолировать провода. Вы заметили, что 21 век мы все живем в стесненных обстановке, и все страиваются, расстраиваются. Эта линия была построена в 1953 году, еще при Советском Союзе. И вы представляете, на этом месте раньше ничего абсолютно не было. Но вот расстроились. Как бы бороться с этими охранными зонами мы давно боремся, но вот в этом году прям существенно начали, и больше мер применяется. И больше актов составляется. Представитель фирмы-нарушителя особой проблемы в этом не видит. Факт незаконной постройки не признает. Утверждает, что разрешение на строительство получили много лет назад. А он же 1000 лет стоит. Какие проблемы? Вот мачта стоит, может упасть. Над всем городом висит-то. Весь город так под напряжением получается. И что? А в частном секторе жители самовольно расширяют участки земли, строят гаражи и угольники. Тем самым загораживают подъезд к линиям. Самое опасное, что в дождливую или ветреную погоду провода могут оборваться. В радиусе 8 метров ток растекается по земле. А это уже опасно для жизни самих нарушителей. Но на ту сторону мы, как вы сами видите, возможностей подъездов абсолютно никаких нету. Здесь и заборы стоят, и вручную мы сюда попасть, залезть не можем. Дома стоят же, и люди живут. Ничего не мешает. По всем нарушениям сотрудники Караганды-Жарык составляют акты. Эти документы передают в Энергонадзор, который принимает соответствующие меры. Вот лишь один пример. В Карагандинском зоопарке под высоковольтной линией располагался загон для верблюдов. После того, как были выявлены нарушения, а акты переданы в Департамент комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго, верблюдов переместили в другой загон. Проблема решилась. Лиана Жамлиханова, Жайнат Жаксыбаев, Роман Копылов, телеканал СРРК.